Дорогие друзья, к 75-летию Великой Победы издательство «Бичик» выпустило энциклопедию для детей, посвященную Великой Отечественной войне, одним из соавторов которой являюсь я. Сегодня хотелось бы ответить на 3 главных вопроса. С какой целью мы это сделали, для кого предназначена эта книга и о чем идет речь в энциклопедии. Итак, с какой целью мы это сделали? В последнее время много выходит литературы, посвященной тематике Великой Отечественной войны. Открываются новые подробности, факты, архивные свидетельства. В том числе большая работа идет и у нас в республике. Однако, на наш взгляд, до сих пор нет книги, адресованной именно подрастающему поколению. Так что эта энциклопедия – попытка восполнить этот пробел. О чем идет речь в энциклопедии? Если вкратце, во введении речь пойдет, естественно, о причинах Великой Отечественной войны, о ее периодизации. В главе «Наше дело правое» мы будем говорить о начале войны, о том, как встретили войну в Советском Союзе, как начались первые сражения. Отдельно речь пойдет о том, как встретили новость о начале войны в Якутске и у нас в республике. О том, как началась мобилизация, каким образом наши прадеды отправлялись на фронт. В главе «Подвиг длиною в 872 дня» речь пойдет о легендарной блокаде Ленинграда и о ее героических защитниках, и о тех ужасах, с которыми им пришлось столкнуться. Отдельный интерес может вызвать судьба юных якутских актеров, якутян, которые в 1940 году поступили в Ленинградский театральный институт имени Островского, и об их непростой судьбе в годы войны. Для детей младшей категории может быть интересна история, связанная с кошками, который также является своеобразным примером или образом вот этой ленинградской блокады. В главе «Отступать некуда, позади Москва», естественно, будет идти речь о Московской битве, о битве за Москву, о ее легендарных защитниках, о том, как шли яростные бои на подступах к столице, о героях, которые ценой своей жизни остановили врага. Особый интерес для якутян может вызвать информация о якутянах, которые пополнили ряды 2-го кавалерийского корпуса генерал-майора Белова, который был переброшен в район города Кашира. И после войны под Каширой была установлена мемориальная плита в память о воинах-якутянах. И в битве за Москву приняло участие больше 1000 якутян. И в битве пал за Севастополь и принял здесь последний бой. В этой главе речь пойдет о легендарных защитниках Севастополя. Кроме того, особый интерес может вызвать у детей информация об основном вооружении советских и немецких солдат. «Я убит под Ржевом в безымянном болоте». С этих легендарных строк Твардовского начинается глава, посвященная кровопролитнейшим сражениям за город Ржев. И интересно, что очень много якутян участвовало как раз в сражениях, в боях под Ржевом. Более 400 сыновей Якутии полегли в этих сражениях. В 1994 году около деревни Филькино был даже открыт памятник-мемориал, увековечивший их имена. Летом 1942 года, когда немцы начали широкомасштабное наступление на Сталинград, когда Красная Армия, яростно отбиваясь, но все же отступала, вышел приказ под номером 227, известный как «Ни шагу назад». Так называется глава, посвященная Сталинградской битве, ее участникам, ее героям. Речь пойдет о кровавейших боях под Сталинградом,
о том, как наши деды героически защищали этот город, бились насмерть с врагом. Речь пойдет также о нашем знаменитом легендарном земляке Гавриле Протодьяконове, который принимал непосредственное участие в Сталинградской битве, который был отмечен лично маршалом Советского Союза Чайковым, тоже участником этой битвы. Одним словом, эта глава посвящена героическим защитникам Сталинграда. Глава «Старый Ильмень», ты помнишь их, посвящена трагическим событиям зимой 1943 года, когда на льду озера Ильмень погибло очень много выходцев из Якутии. Это хорошо известная в Якутии у нас история, безусловно, одна из самых печальных историй, связанных с войной. Глава «Огненная дуга» посвящена событиям лета 1943 года, когда началась знаменитая легендарная Курская битва или битва на Курской дуге. Речь пойдет о непосредственно ходе этого сражения. Также интересным будет информация о танках, о типах танков, как с советской стороны, так и с немецкой, которые принимали участие в этой битве. Также, безусловно, для нас вызывает большой интерес судьба якутян, которые принимали участие в этой битве. К примеру, в этой битве участвовал наш легендарный снайпер Иван Кульбертинов. Сыны Якутии участвовали в большинстве операций Великой Курской битвы. В главе под названием «Нас ждет огонь смертельный» речь в основном пойдет о боевых операциях, впоследствии после войны, условно названных 10 сталинских ударов. Это 10 крупнейших наступательных стратегических операций, в которых принимало участие немало также и выходцев из Якутии. В главе «Дорога на Берлин», разумеется, пойдет речь о последних месяцах войны, о легендарнейшей Берлинской операции, о захвате столицы Третьего рейха, о том, как был подписан акт капитуляции, о последних днях войны, о якутянах, которые принимали участие в штурме Берлина, о людях, которые оставили надписи на стенах Рейхстага. Кроме того, безусловно, интерес вызовет информация об участниках знаменитого Парада Победы, который, как известно, состоялся в июне 1945 года в Москве. В главе под названием «Еще немного, еще чуть-чуть» речь пойдет о последних днях Второй мировой войны, когда Советский Союз участвовал в разгроме японских вооруженных сил. Как известно, была разгромлена Квантунская армия. В этих сражениях, в последних сражениях Второй мировой войны, принимало участие также очень много якутян. Глава под названием «Шагнувшие в бессмертие» посвящена, может быть, самым известным героям Советского Союза, получившим это высокое звание в годы Великой Отечественной войны. Многие из них получили это звание посмертно. Также особый интерес может вызвать информация о детях-героях, участниках Великой Отечественной войны, о которых, может быть, в последнее время мало действительно говорят. Они сражались за Родину. Так называется глава, посвященная героям Советского Союза, родом из Якутии или призванных из Якутии. Как известно, у нас 24 героя Советского Союза и один герой Российской Федерации, Стрекаловский Михаил Михайлович. О них, о легендарных героях, и пойдет речь в этой главе. Следующая глава будет посвящена боевым орденам. Будет информация о тех людях, которые получали эти ордена в годы Великой Отечественной войны. Глава под названием «Полководцы Победы», разумеется, посвящена нашим легендарным полководцам, маршалам, генералам, которые руководили нашей армией в годы войны. Интерес для якутян вызовет информация о двух якутянах, которые в годы войны были генералами. Их имена
в общем-то, о них в последнее время говорят. Это Андрей Иванович Притузов, уроженец Фангаласского улуса, и Леонид Иванович Котельников, уроженец Алекминского улуса. Глава под названием «Фронт обеспечить» посвящена очень важным событиям, о том, как ковалась победа в далеком тылу. Дело в том, что не только сражения определили победу нашего народа над врагами, но и героический труд людей в тылу. Потому что на смену мужчинам, ушедшим на фронт, в заводы, фабрики, на поля вышли подростки, дети, женщины, старики. Вот они все вместе и ковали общую победу. Особый интерес, наверное, представляет информация о Якутии, потому что не секрет, что Якутия пережила, несмотря на то, что находилась она за много тысяч километров от линии фронта, пережила, может быть, самые страшные вот такие страницы в своей истории. И голод, и холод, и засуха, все в одночасье обрушилось на наших предков. И только вот вера в победу, героизм наших предков позволил им выйти из этой ситуации победителем. Глава под названием «Детство, опаленное войной» посвящена детям. Детям, которые наравне со взрослыми ковали победу. Дети, у которых, может быть, действительно не было детства. В следующей главе пойдет речь о помощи союзников по антигитлеровской коалиции. И тут надо сказать, что Якутия также занимает особое место. Не секрет, что по территории Якутии проходила знаменитая воздушная трасса Аляска-Сибирь или Алсиб. Так что, безусловно, эта информация будет интересна детям. В главе «Такое забывать нельзя» речь пойдет о страшных трагедиях, которые разыгрались в годы войны, о концентрационных лагерях, о зверствах фашистов, о несчастной судьбе чоропчинских переселенцев, о матерях, которые потеряли своих сыновей. В главе «Оружие победы» вы узнаете о видах оружия, которые пользовались наибольшей популярностью и, как говорится, принесли победу нашей армии. В главе «Братья наши меньшие» речь пойдет о животных, которые наряду с людьми принимали участие в Великой Отечественной войне. Речь пойдет о собаках, об оленях, о лошадях. Например, знаменитые наши якутские лошади, которых так полюбили на фронте, и которых называли монголки за их низкий рост. Но при этом они были крепкие, выносливые, пользовались большой популярностью. И в последней главе мы решили привести тексты наиболее популярных песен военной поры или послевоенной поры, посвященных как раз Великой Отечественной войне. В этих песнях поется о героях той войны, о трагедии людских, которые происходили в той страшной войне. И, в общем, о вечной памяти, которая должна сопровождать нас и наше подрастающее поколение в память о наших предках, принимавших участие в Великой Отечественной войне.